Здравствуйте, меня зовут Сардана Васильевна, я специалист Дома народного творчества, и сегодня я расскажу о том, как принять участие в программе «Пушкинская карта». Программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года, и она направлена на социальную поддержку молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры. С 1 сентября 2021 года лимит карты составлял 3000 рублей, а с 2022 года он составляет 5000 рублей, из них 2000 рублей доступно на кино. Копить деньги нельзя, непотраченные средства на следующий год не переходят. Плюс еще то, что по этой карте географических ограничений нет. Также прошу обратить внимание, что в программе есть правила, установленные постановлением правительства Российской Федерации под номером 1521 от 8 сентября 2021 года. Просим эти правила внимательно изучить и прочитать. А также немножко расскажу о статистике по продаже Пушкинской карты. На 29 марта по Республике Саха-Якутия у нас в общем подключено 61 культурно-досуговых учреждений и 6 управлений культуры. Всего с 2021 года у нас продано 8189 билетов на сумму почти 4 миллиона. Также всего проведено мероприятий 462, именно касающихся Пушкинской карты. Изучив финансовый потенциал, мы сделали вот такую таблицу. По статистике на 2022 год количество молодежи от 14 до 22 лет составляет 113 734 молодежи. Если, например, взять городское население, в основном у нас в городских населениях интернет хороший, то по Пушкинской карте в Республике Саха-Якутия можно заработать 366 миллионов 720 тысяч. А если вся республика, все культурно-досуговые учреждения или другие учреждения культурные подключатся, и тогда они заработают 568 миллионов 670 тысяч рублей. Вот какой у нас хороший потенциал. Также в нашей организации в рамках программы индивидуальной стажировки руководителей и методистов КУДУ с 5 апреля 2022 года проводится обучение. И у нас обучено уже 97 специалистов по теме подключения к проекту «Пушкинская карта». Также мы отправляем для подключения КУДУ к программе, направляются полезные материалы. Это видеоуроки, презентации, а также материалы красочные, демонстрирующие участие организации в программе. В целях увеличения держателей Пушкинской карты направляются материалы тоже, презентации. Даже вы сами самостоятельно можете найти в интернете для получения виртуальной Пушкинской карты молодежью. Они могут использовать эти карты во время выездов в административный центр Улуса в городе Якутске и за пределы Республики Саха-Якутия, например, в период каникулярных дней. В основном рекомендуем и советуем учреждениям культуры, находящихся в арктических улусах, где нет волоконно-оптической линии связи. Вот, например, вы на сайте, в поисковике, например, Google, там Яндекс.Mail, можете набрать «Пушкинская карта презентации», и тогда у вас там появляются разные презентации, можете скачать, и в школах рассказать, что такое Пушкинская карта, как получить Пушкинскую карту. Также есть очень хороший сайт Пушка.рф, где там очень подробно написано, как молодежь может получить эту виртуальную карту. А вот эта ссылка на полезные материалы именно для культурно-досуговых учреждений, чтобы как подключиться к Пушкинской карте. Здесь очень хорошо рассказывают
про то, как подключиться, какие технические требования, какие правила. Есть даже обмен опытом разных культурных учреждений, как они подключались, какие они проблемы увидели, встретили и как это решили. Здесь есть и видеоуроки, и презентации. Можете в любое время скачать, посмотреть, изучить. Также есть ссылки на материалы, красочно демонстрирующие участие организации в программе. Это находится диск Яндекс.ру. Никакие афиши придумывать не надо самим делать. Это все у нас в просторах интернетах есть. Скачать и распечатать. Можно повесить культурную доску в учреждениях, в школах, да, рекламировать эту программу. Можете даже взять видеоролик про Пушкинскую карту и включить на телевизоре у себя в учреждении. И вот главные технические требования, чтобы участвовать в Пушкинской карте мероприятий. Культурное досовое учреждение должно продавать билеты онлайн. Что это значит? Это продавать значит через сайт. Так, для этого подойдет вот любая кассовая или билетная система, которая принимает оплату по карте МИР. Еще обязательные технические условия – это наличие у организации активного личного кабинета на платформе Прокультура РФ. Если в учреждении нет онлайн-продаж билетов, нужно обратиться к билетному оператору. Они подключат терминалы, которые уже зарегистрированы в Прокультура РФ. А также по всем возникающим вопросам вы можете всегда круглосуточно обратиться в службу поддержки программы «Пушкинская карта» по телефону горячей линии 8 800 100 06 45. Спасибо за внимание.